По поручению главы Коми Сосногорская швейная фабрика запускает производство средств индивидуальной защиты. К концу апреля предприятие планирует выпустить уже около 20-25 тысяч защитных костюмов и от 7 до 10 миллионов масок. Сейчас фабрика проходит все необходимые для этого процедуры. Соответствующая заявка направлена в Центр сертификации. Информация об этом прозвучала в ходе очередного заседания Межведомственного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, которое провел Сергей Гапликов. Напомню, еще на прошлом заседании штаба, которое состоялось за день до этого, был затронут вопрос дефицита средств индивидуальной защиты легких в розничной продаже аптечной сети. Тогда же было предложено организовать производство масок на предприятиях республики. Что происходит? Понятно, что мы не можем пойти там прямо на самые крайние меры и без гигиенического сертификата начать выпуск этой продукции. Отшиты соответствующие образцы. Эти образцы должны быть в кратчайший срок предоставлены в Центр сертификации. Как только будут проведены соответствующие лабораторные исследования, этих образцов будет выдано соответствующее решение, значит, мы готовы к решению этой задачи, и это достаточно внушительные объемы, которые фабрика может выпускать. Поэтому, Александр Александрович, вы в этой части концентрируете в себе все соответствующие потребности, значит, как комитет по чрезвычайным ситуациям, учитывая, что у нас предчрезвычайная ситуация, она повышенная, формируете соответствующий запрос, четко контролируете соответствующие объемы. Вот, мы находим средства, в том числе за счет наших средств-партнеров. Сегодня в большей степени у нас ряд мероприятий отменяется. Значит, мы можем перекинуть эти средства. При этом, как отметил глава Коми, фабрика готова выпускать маски и защитные костюмы в объемах, которые необходимы в первую очередь для республики, а во вторую для сторонних заказчиков, которые сегодня уже есть в большом количестве. Также на заседании Межведомственного штаба с докладом по текущей ситуации с коронавирусом выступила главный государственный санитарный врач по Коми Людмила Глушкова. По данным Роспотребнадзора, на 19 марта в республике лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом по-прежнему один. Под медицинским наблюдением находится 226 человек. Из них 13 контактировавших с заболевшим коронавирусом, 3 находятся в обсерваторе. В отношении еще 47 человек подозрения не подтвердились, они обследованы и сняты с медицинского учета по завершении двухнедельного карантинного срока. Изменен алгоритм обследования с целью недопущения завоза в страну из неблагополучных стран нового коронавируса. Если раньше мы обследовали только лиц, вернувшихся из Китая, Германии, Франции, Кореи, Ирана и Испании, то сейчас звучит следующим образом. Из стран Европы, а также из стран, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции. То есть фактически вот с МВД мы на оперативную связь вышли. У них на сегодня список, который они должны нам сегодня доставить, более 5000 граждан, жителей Республики Коми, прибыло, начиная с 1 марта на территорию страны. Более 5000. Это огромный объем работы. При этом в регионе продолжается масштабная работа по информированию жителей. Заработал специальный раздел на площадке официального интернет-портала Республики Коми. Мы сегодня на сайте разместили, я прошу пользоваться этой информацией, новые рекомендации для лиц старше 60 лет и старше по профилактике коронавирусной инфекции. Я прошу Илью Васильевича подключиться к этой работе, потому что всем учреждениям, где содержатся лица вот этого возраста, это дома престарелых, госпиталь ветеранов, психоневрологические интернаты, мы выдали предостережение о введении у них практически такого же режима, как в инфекционных больницах. Это сделать крайне необходимо. Также были опубликованы рекомендации для волонтеров, которые будут привлечены и которые изъявят желание оказать помощь лицам, находящимся на самоизоляции. В ходе заседания ответственным министрам и руководителям муниципалитетов поручено продолжать реализацию запланированных в рамках режима повышенной готовности мероприятий и держать ситуацию на особом личном контроле.